Мы сегодня решили побеседовать на интересные темы. Они в сжатом виде так выглядят. Что случилось с булгарами после формирования Золотой Орды? Существовал ли булгарский язык? И вообще, каково соотношение между булгарами и татарами? То есть, как процесс вот исторически шел и к чему он логически пришел? Ну, на основе документальных источников, а не на основе всяких вот мифологических выдумок. Дело в том, что в последнее время мы начали замечать тенденцию весьма любопытную, которая была заложена еще во времена историка Соловьева, который хотел татар из русской истории как-то вытеснить, как-то не обращать на них внимания. А сейчас точно такая же тенденция возникла и в постсоветском пространстве. Есть историки из других государств, даже тюркских, например, среди казахов я вижу такую тенденцию, как бы отрицать существование средневекового татарского этноса. Хотят татар раздробить и объявить, что их вообще не существовало, были одни племена. И точно такой же взгляд я сейчас начал слышать и из соседнего Башкортостана, но они идут немножко другим путем, объявляют, что татары – это вообще-то чуваши, которые потом были маржанистами перекованы в татар, что никаких татар не было, а вот были чуваши. И посмотрев на старые документы, я пришел к выводу, что такие позиции излагались и в документах, связанных с постановлением 1944 года. Например, я могу прочитать один документ, который был сформирован в Татарстане уже после 1944 года постановления. Вот что там пишется. Это из постановления обкома. Значит, Наки Санбата обвиняет в этом постановлении в следующем, что тот встал на путь искажения исторического пути татарского народа. Как? А вот так. Он народы Казани и Болгар считает народом Золотой Орды, а вот последнего рассматривает как татарское государство. А слово «татар» употребляет в том же смысле, что и сейчас, как оно применяется по отношению к татарскому народу, упуская из виду, внимание, что в Золотой Орде не было признаков формирования нации или народа, существовали лишь отдельные племена и так далее. В общем, вот этот взгляд не новый, а как раз весьма старый взгляд, такой советский. И сейчас мы с этим взглядом опять сталкиваемся, и в этой связи нам надо вот немножко выяснить, что же все-таки происходило вот в этом пространстве Поволжья, Приуралья, в период формирования Золотой Орды. Искандер Иванович, вы этим вопросом тоже занимались довольно плотно. Ну, мы вместе занимались, можно сказать. Вот как вы считаете, что происходило, на ваш взгляд, археолога-этнолога? Здесь в этом постановлении заложена весьма интересная коллизия. Значит, если в эпоху Золотой Орды не формировалась ни нации, ни народности, а были только племена, то откуда же уверенность, что в эпоху Волжской Булгарии сформировалась народность, а не были какие-то племена? То есть какие основания к этому? Поэтому тут откуда мы знаем, что, или почему мы должны верить, что башкиры сформировались как народность, значит, в эпоху Средневековья, еще в довольно глубокое Средневековье, а дальше развивались. Или они до сих пор в качестве племен. То есть тут, в общем, довольно обоюдоострое это идеологическое оружие. Но это не отменяет того, что мы должны объяснить целый ряд фактов и понять, ну, какие же процессы-то в реальности происходили, настолько, насколько мы сейчас понимаем и можем подвергнуть их комплексному анализу и создать какую-то непротиворечивую картину всего этого процесса. Потому что исторический процесс, понятное дело, бесконечен, и были и до нас историки, и будут и после. Они будут создавать, зная какие-то новые факты, но новые концепции. Но сейчас вот самой непротиворечивой является та, что изложена в целом ряде наших трудов, в том числе вот те, которые... Особенно вот в этой книге Да, «Татары», да, более ранняя книга «Этнополитическая история татар». да. Да, есть такие работы. Вот. И надо отметить, что
суть всех этих процессов, скорее всего, заложена в том, что, как мы говорили, в советское время существовал довольно примитивный взгляд на этнические процессы. Этот взгляд исходил из того, что вот существует какой-то конгломерат общин, людей, которые под воздействием каких-то факторов формируют государство и превращаются в народность. Под воздействием государства или внутри этого государства, или даже иногда вне государства, но формируется какая-то общность. Как понять, что позволяет нам судить, что вот это сформировалась общность? Ну, это же связано со знаменитой трехчленностью: племя, народность, нация. Вот, правильно, Да, конечно. по формациям, так Да, сказать, вот, марксистским. именно привязка к формациям. Да. То есть сначала мы доказываем, что, например, древнерусское государство это государство феодальное. Да. Ну, с определенного рода натяжками. После этого, значит, смотрим в справочник, что соответствует феодальному государству. Народность. И мы, что характеризует народность? Язык, территория, культура, религия. И начинаем смотреть, древнерусский язык есть? Ну как же, слово полку Игореве, значит, там, повесть временных лет есть. Значит, территория, ну, компактная, единая территория, есть. Религия, ну, православие, конечно, есть. И раз перечислили эти факторы и говорят, все, древнерусская народность сформировалась. Великолепно. По таким же лекалам, собственно, идет формирование и той же самой булгарской. То есть Халиков точно так же формировал вот эту самую булгарскую народность. Но потом вдруг выяснилось, что мировая этнологическая наука не коррелирует никак с этими представлениями. Что такое народность, вообще никак нет такого понимания. Извиняюсь, вот конкретный пример современный, можно сказать. Шотландцы имели кланы долгое время, хотя были развитым народом уже, государство имели, короля имели, но кланы сохранялись. Или если взять наших арабских сородичей, там кланов до сих пор полно. Племена, да, вполне современные народы вроде бы. Да, вот об этом и речь, что если мы копнем чуть-чуть глубже, то начнем выяснять многие очень такие проблемы, которые не укладываются в эту теорию народности. Ну, например, что когда мы говорим язык, ну, например, общий язык, то выясняется, что даже в XIX веке никакого на этой территории, ну, древнерусского государства общего языка не было. Был литературный, очень сложный язык, ну, первые сведения о котором нам из конца XI века. А разговорный язык полон многих диалектов. Причем какие-то западно-русские, ну, сейчас бы мы сказали белорусские, да, диалекты, они совсем не те, что диалекты, например, Киевской земли, ну или, собственно, русской земли вокруг Киева и так далее. Допустим, ну, в Владимиро-Суздальской Руси там свои диалекты, которые тоже... И, значит, получается, что на всей этой территории постулируется общий язык, а на самом деле это фикция. А если мы возьмем какие-то территории, где более сложные процессы, да, то тут выясняется, в Англии, например, знать нормандская после нормандского, она вообще не говорила на англосаксонском языке и вообще не понимала. Поэтому, когда, допустим, в романе Вальтера Скотта, значит, прибывший, возвратившийся в Англию инкогнито, значит, Ричард Львиное сердце разговаривает
значит, с Робином Гудом, значит, какой-то лесной сторожки, то это вообще это то, что никогда в жизни в реальном средневековье происходить не могло. Не то, что он не мог вернуться инкогнито, а он поговорить не мог, потому что тот говорил только на англосаксонском, а этот говорил на провансальском языке. Единственный язык, на котором, возможно, они могли бы говорить, латынь. Но я не думаю, что Робин Гуд знал латынь. Нет, смотришь, ну можно к нашей территории подойти. Вот Да. Я на как самом раз деле и ведь пытаюсь. языковая ситуация в Волжской Булгарии тоже весьма своеобразная же была. Мы знаем, что вот есть надгробные памятники, начиная с 13 века. Да. И там же имеются фактически два языка. Вот как вы это рассматриваете? Да, вот тут надо опять чуть-чуть на территории самой Волжской Булгарии, еще до завоевания чингизидами. Действительно, самая большая сложная проблема в том, что при формировании государства Волжской Булгарии, скорее всего, были объединены многие общины, которые говорили на разных языках, в том числе на разных тюркских языках. Вот этот самый булгарский язык не тождествен языку населения Волжской Булгарии. Язык населения Волжской Булгарии – это конгломерат разных языков. В том числе это, ну, условно говоря, чтобы не приводить этнические какие-то характеристики, это эр-язык, ну, ближайший потомок его, единственный потомок, это чувашский язык, ну и зе-язык. И иногда его называют там кипчакским языком, но это не совсем считаю правильным. Лучше уж тогда как придумать какой-то термин, который бы обозначал его. То же самое чувашский, когда говорят чувашский язык в эпоху Средневековья. Но это неправильно. Это не, это, ну, Петр Голден предложил назвать его агурским. Ну, чтобы отойти от известных, ну, там языковеды как-то не принимают это. Но что нам известно об этом, какие следы этого языка? Это именно следы. То есть в коми-пермяцком и удмуртском языке есть некоторые лексические заимствования, которые мы можем отнести с некоторой долей реконструкции к этому эр-языку. То есть они взаимодействовали с общинами, которые говорили на этом эр-языке и заимствовали некоторые слова, ну, связанные там с сельским хозяйством, с культурой, еще с чем-то. Но есть и слова, которые заимствованы из-за языка. Ну и потом, у нас есть прямые свидетельства, что кроме эр-языка на этой территории были люди, которые говорили на зе-языке. Ну, во-первых, это самые главные, которые наши оппоненты категорически не хотят признавать и всячески пытаются дискредитировать. Это прежде всего словарь Махмуда Кашгари, который собирал слова, общался с купцами, именно выписывал это. И у него есть булгарский и суварский языки, которые ничем не отличаются от современного татарского. То есть он считал, что это обычный тюркский язык. И... Нет, потом, извиняюсь, вот я хочу здесь добавить. Ну вот возьмем наименование некоторых городков, которые в Волжской Булгарии. Вот, например, Торчск. Тухчин, Торков. Да. Тухчин. Это же ясно, что это не булгарские группы. Ну, не эр-языка, не эр-языка, да. Торки это однозначно, это агурская группа какая-то, которая сюда проникла. Так что, да, носители других языков были. Да. Ну и у Махмуда Кашгари даже есть детская песенка. Ну, говорят, что, ну, это придумали чуть ли не на ходу. Ну, Махмуд Кашгари бы не записывал какую-то ерунду. То есть он был достаточно хорошим ученым, даже для своего времени, передовым энциклопедистом. И детскую песенку уж специально для него никто бы не стал составлять. То есть вот он услышал о том, что там эти сидят вдоль берега Итиль-реки, значит, жабы и квакают. Ну, я понимаю, если бы какая-нибудь была ода, да, там правителю, а уж такую-то придумывать никто не стал бы. Но она написана на обычном языке. Да, Ательсуа Агатарар. Так начинается. Да. То есть это понятно любому. Значит, и скорее всего именно на этом языке сформировалась общелитературная, общеразговорная кайне. На этом же языке написано первое произведение Кулгали Кайса Юсуф. Вполне возможно, что оно возникло и на рубеже
Волжской Булгарии Золотой Орды. Вполне возможно, что дата его написания, которая указана в самом произведении, 1229 год, не совсем верна. Ну, может быть, или там есть другие списки, 36 год. Ну, даже пускай позднее, но, значит, все равно он передает именно этот язык. Никакой письменной формы вот этого языка, вот мы все перечисляем, это язык. Никакой письменной формы языка до 13 века у нас нет. Этот язык существовал в письменной форме, но он зафиксирован только на территории Дунайской Болгарии. И есть некоторые отрывки еще, ну, там, в надписях и в Мадерской писанице, там, стела, на стелах, которые написаны греческим письмом, но на языке. Ну, еще есть письменные произведения, именник болгарских, ну, болгарских царей, да. Но суть в том, что попытки там связать какие-то язычные элементы с хазарским языком, которые были предприняты Голденом, показал, что это, ну, в основном чаще всего общетюркские. Там нету каких-то следов господства этого языка. Ну, оставляем в стороне вообще, откуда возникли вот это разделение языка и языка. Это давний, серьезный, сложный вопрос. Мы обращаемся к фактам. Вот на территории уже болгарского улуса есть, вдруг появляются, значит, надгробия, на которых написаны, значит, эпитафии на основе вот этого языка. Не совсем, то есть это, некоторые говорят, что это не представляет собой цельного языка, что это некоторые элементы языка, которые включены в заязычные памятники. Но некоторые считают, что это вот все этот самый общий заязык. Тут они не очень большие, поэтому лексического материала не так много, поэтому очень трудно судить об этом. Исследования, блестящие, проведенные Фаридом Сарвижановичем Хакимзяновым в 70-х, 80-е годы, к сожалению, не получили развития. То есть они должны были быть изложены, корпус этих самых надписей должен был быть издан. Но, к сожалению, в свое время академик Закиев поставил запреты, которые не позволили развиваться нашей тюркологии, и не получило это серьезного развития. Хотя этот вопрос, конечно, требует изучения на современном материале. Попытки некоторых лингвистов выявить топонимы, которые можно связать с языком, тоже не увенчались успехом. Более того, они показывают, что ареал этих топонимов, как правило, или в зоне проживания современного чувашского населения, или, ну, за Самарской Лукой. То есть тоже, скорее всего, туда, куда пришло чувашское население гораздо более позднее время. То есть никаких других топонимов, если бы это население жило здесь, то наверняка какие-то топонимы бы здесь отложились. Но никаких материалов нет. Значит, что мы имеем? То есть какая-то группа людей ставила эпиграфические памятники в качестве, ну, своих поминальных знаков. Ну, как вы считаете, болгары были единым народом? Это все-таки разные компоненты? Да, сейчас, да. Вот как раз это ответ на вопрос и является ключевым. Да. Дело в том, что, скорее всего, для территории домонгольской Волжской Булгарии сами представления о том, что была какая-то единая народность, мы уже подвергли сомнению. Скорее всего, эта ситуация повторяется и здесь. Никакой общей народности не существовало. Была группа булгарской знати, которая была объединена
родством, клановой принадлежностью. И было основное население податное, которое говорило на многих разных языках, диалектах, а в городе вообще, судя по всему, они говорили на за-языке. Между ними была культурная, языковая и социальная границы. Вот податное население, если говорить, это было земледельческое население, занималось ремеслом, торговлей. Ареал распространения этого населения от Самарской Луки и до окрестностей Казани, от реки Шишмы и вплоть до бассейна Свияги. И даже часть проживала в районе Среднего Посурья, современной Пензенской области. Вот эта огромная территория на самом деле была заселена вот этим земледельческим, городским, урбанизированным населением. Но правили над ними, скорее всего, почему и название-то, болгарские кланы. На каком языке говорили они? Есть много вопросов. Не исключаю, что они говорили на эро-языке. И когда они потерпели поражение от войск Чингисхана, и Волжская Булгария была завоевана, они были лишены собственно, социального статуса. Тем не менее, они сохранили себя как городское привилегированное сословие. И при этом они могли устанавливать стелы. И вполне возможно, что они устанавливали с тем языком, на котором они, скорее всего, учили. Не знаю, говорили они в быту, дома, но это был язык, который они почитали и который они знали. Я хотел бы немножко усложнить вашу конструкцию. Вот в последнее время я немножко занимался такой проблемой кимаков и обнаружил, что уже к XI веку мы в бассейне реки Ик имеем следы кимаков. В генеалогиях, преданиях. Есть изваяния. Изваяния тоже есть, достатки есть. И потом оттуда же довольно интересные мифологические вещи. Предания проникли до второй Чингизнаме. И там даже речь идет о том, что вот эта группа, связанная с кимаками, одержала некую победу над булгарами. Там есть вот такой намек. Я вовсе не исключаю, что, может быть, до монгольский период кимаки уже даже, от восточной Кипчаки, можно сказать, они проникли в Волжскую Булгарию и как-то взаимодействовали с элитой. Такое тоже возможно ведь? Скорее всего, потому что у нас есть прямые свидетельства русских летописей. 1183 год, да. Когда русские войска двигались на Беляр, то они встретились с каким-то булгарским князем, беком или претендентом на престол, который привел с собой емеков. Да. И заключили они договор и штурмовали Беляр. Значит, несомненно, то есть не просто связи были, но и постоянные какие-то родовые, какие-то политические, экономические связи. И инфильтрация вот этого населения шла постоянно, судя по всему. В этой связи я хочу специально сказать, что, конечно, эти емеки или кимаки, они же народ, вышедший из кимакского каганата. И весьма любопытно, что кимакским каганатом правили татары. Это средневековые ранние татары, которые там были, как сказать, на высоких позициях. Там с ними были уйгуры тоже вместе. И я думаю, что этот татарский элемент, он сохранился и в дальнейшем среди кимаков этих. Не исключено, да. И, просто у нас нет данных. Тут я просто не хотел бы еще, так сказать, слишком усложнять. И так картина сложная. Но какая бы она сложная ни была, и что из себя представлял высший слой булгарской аристократии, это вопрос довольно спорный. У нас нету четких источников. То есть есть редкие упоминания, но нет понимания, что это из себя представляет. Нет, Скандер Ильич, тут же есть такой взгляд, как будто бы Золотая Орда существовала отдельно, а Волжская Булгария даже после покорения отдельно существовала. Сейчас я как раз перейду. Этот вопрос же он заслуживает внимания. Конечно, очень важный вопрос. Как раз мы подходим к этому. Произошло завоевание, которое на самом деле смело эту самую знать. Но население податное, земледельческое, частично и городское, оно никуда не делось. Но потом это мусульманское, земледельческое население, которое, наоборот, в эпоху Золотой Орды
взрывным образом начинает развиваться и, очевидно, претерпела даже демографический взрыв. Я объясню почему. Потому что огромные города на Нижней Волге требовали огромное количество провианта. Да, кормить надо было. Кормить надо было эти города. Никакого другого способа кормить эти города, кроме как вывозить хлеб, как еще в XIX веке из Поволжья везли в Москву и в Петербург, Да, да. так и здесь, в эпоху Средневековья, только из Среднего Поволжья можно было везти этот хлеб. Поэтому здесь распахивается все, что можно. Население распространяется. Но это было мусульманское и земледельческое население. У нас есть факты, свидетельства о том, что их идентичность, они называли себя мусульманами. В источниках есть это упоминание, но это тоже понятно. Конфессиональное определение податного сословия – это норма для средневековых государств. Но это же то же самое, что русские христиане. Крестьяне, да, простой конечно. народ, так Да, сказать. да. Податной, Да. да. А вот со знатью сложнее. Сразу же после завоевания у нас есть археологические материалы об инфильтрации сюда кочевого населения. Вот скорее всего, причем такого восточного происхождения не исключено, и в том числе возможно, из Прииртышья, не исключено, что это как раз именно татарское население. Но там видно даже по этим могильникам, что вот эти в XIII веке они еще хоронят с конем, с оружием, а вот уже через поколение они хоронят по мусульманскому обряду. То есть это в центре получается, значит, такой могильник, в центре погребенный, значит, вот с оружием, с конем, а вокруг него его потомки, скорее всего, они уже совершенно по мусульманскому обряду похоронены, без всяких следов, даже ориентировка другая. У него северная ориентировка, а у них всех как западная. Но тем не менее, вот происходила религиозная ассимиляция, но не статусная, не клановая ассимиляция. Земледельческое население продолжало быть земледельческим, считалось себя мусульманами, а вот знать поменялась с булгарской, которая была сметена, на татарскую. И с этого момента здесь в полной мере формируется уже как раз клановая аристократия. Русские летописцы пишут татары и бисермены, то есть татары и мусульмане. Да. Татары были сами по себе, бисермены были как черный народ сами по себе. Да, такие же источники у нас есть с эпохи Казанского ханства. Да. То есть есть татары, которые русские служилыми татарами, и есть податное население. Которое называлось ясачными чувашами по-русски. Да. Да. Вот здесь мы как раз приходим к тому, что, значит, вот вернемся тоже немножко назад. Значит, когда говорят, что вот эти эрязычные, значит, это предки чувашей, поскольку они сохраняли вот язычество, сохраняли свой язык, обычаи, обряды, и они потом сохранялись вплоть до 17 века, когда были татарами ассимилированы. В частности, вот в такой же книге «Народы и культуры» Чуваши, там рассматривается именно такая концепция. Но она впрямую противоречит фактам. На территории Волжской Булгарии у нас нет ни одного языческого могильника, они все мусульмане. Значит, признать их никак... то есть, может быть, они происхождению и были эрязычные, и, может быть, даже какие-то генетические родственники современным чувашам. Но они уже все включились совершенно в другую систему. Культурно переработаны, да. И они уже подвергались совсем другим процессам, двигаясь вместе к формированию татарской нации. Ну и потом ведь и надгробия после середины XIV века язычные надгробия исчезли. Полностью. Да, забыл сказать. Да. Даже наш соотечественник, работающий в Казахстане, Юлай Шамиль Аглы, прямо написал, булгарский язык умер к этому времени. Да, не исключено, что вот эта чума, это сильное бедствие, которое разрушило Золотую Орду, разрушило многие европейские страны, оно нанесло самый страшный удар не земледельческому, не населению сельскому, а именно по городскому. А поскольку
остатки вот это самого, тех, кто считал себя булгарами и говорил на языке, были все-таки потомками аристократов и занимали, судя по всему, по этим же эпитафиям, какие-то серьезные социальные функции, они были чиновниками какими-то, занимали какие-то должности, там, сборщика податей, там, писцов там, и так далее. Их как раз выкосило в первую очередь. Ну, в том числе и других, но их очень показательный вариант. То есть, скорее всего, затронул одинаково, неважно на каком языке, как сейчас коронавирус косит, невзирая на пол, возраст и социальное происхождение, и даже страну проживания. Но для них, поскольку это была небольшая компактная группа, для них это казалось фатальным. После этого некому стало ставить эти эпитафии с особым языком, и у нас нет никаких, уже в обозримом будущем, никаких следов проживания здесь людей с этим языком. И потом вот я просто хочу сказать, что есть и конкретные данные, конечно, требуется дальнейшее изучение. Вот, например, есть предания, попавшие и в труды, скажем, от турецкого историка Катиба Челеби, о том, что Шибан сидел в Болгарах, что вполне возможно, потому что он участвовал в завоевании. И потом вот я специально посмотрел перед переходом сюда один интересный источник. Это Эрдман посетил Болгары и там оставил записки о болгарских надгробиях. Вот там, скажем, есть такие весьма любопытные термины. Например, 1320 год, пишется, была гробница Эмира Великого, Ахмед Хажесена и так далее, перечисляется его два поколения. Вот термин «Эмир Великий». Потом мы еще имеем вот известное надгробие, датированное Юсуповым XIII веком, но я думаю, что XIV век, Хасанбека. Там ведь тоже есть очень интересный вот титул «Эмир Васултан». Очень интересный титул. И вот я думаю, что вот в татарское время такой титул могли носить только татарская знать. Эмир Великий. Это же это по-тюркски будет Улубей на самом деле. Да. Хасан, это казанское надгробие, оно не на языке. Нет, здесь речь идет о присутствии татар. Конечно, несомненно. То есть это свидетельство здесь формирования вот этой самой татарской аристократии, татарской клановой системы. Да. Просто как эта клановая система переместилась из среднего, из Закамья на территорию Предволжья, там она существовала, или заново была, переформатировалась в эпоху Казанского ханства. Вот это более сложный вопрос. Но, тем не менее, какая-то трансформация произошла. Есть вот интересная вещь, я об этом уже как-то говорил, сейчас еще раз хочу повторить. Вот известный дастан про Чура-Батыра, Чура-Нарыкова. Он же был аргыном, нам очень хорошо известно. Но вот что интересно, в казахских версиях этого дастана постоянно рассказывают, что Шура ездил туда к своим сородичам, а аргыны в Казахстане до сих пор существуют, их довольно много. И оттуда уходил в Ногайскую страну. И я так сейчас начал приходить к выводу, есть же некоторые документальные материалы, скажем, начала 17 века, татары-помещики сидели на этом берегу Камы, на нашем берегу, а их вотчины находились в бассейне Кинельщика. Я думаю, что не все татары, которые пришли даже с Шулу Мухаммедом, не обязательно сидели здесь внутри Казанского ханства. Нет, конечно, нет. Они там кочевали по-прежнему. Нет, ну здесь это как... Нет. Жизнь, быт татарских аристократов в эпоху Золотой Орды – это второй сложный вопрос. То есть про земледельцев понятно. Они сидели на своем месте, да. И, собственно, им некогда было уходить, и никто их никуда бы не пустил. Если уж они осваивали новые земли, то или сами, или с разрешения. Но это пространственное такое перемещение. Для татарских аристократов все было сложнее. Наверняка они постоянно перемещались. Мало того, что они по службе постоянно перемещались, им давали какие-то задания. Во-вторых, они все-таки несли военную службу, то у них постоянно шла ротация, то есть они должны были являться в определенные пункты сбора, а из этих пунктов сбора по приказу хана могли двигаться туда или какую-то другую страну. Нет, или внутри страны. Здесь информация, что их с одного улуса в другой могли переместить. Могли переместить, и, соответственно, значит,
клан, он не занимал какую-то определенную единую территорию. Да. То есть, допустим, кияты могли быть и в Крыму, одновременно кияты были на Нижней Волге и еще много где. В Волжской Булгарии тоже были, Да, я считаю. ну там это племенная система, это мы можем сказать совершенно четко, ну, там, где эта племенная система сохранилась до этнографов, и мы можем это для Северной Америки, где то же самое племена каких-нибудь Кри, они были распространены на огромной территории и через полосно, так сказать, родственники просто переселялись, заселяли новые места, но через много километров, но они помнили, что их родственники находятся... То есть мы какую картину видим? Татары существовали как таковые, потом они заняли большую территорию, но занимали элитные позиции, но и в татарских ханствах они продолжали существовать в таком же качестве. Но было достаточно черное население, которое могло иметь иные истоки. Мы знаем, что где-то при Урале это иштяки могли быть, так называемые астяки. Здесь чуваши могли быть так называть, ну, в русских источниках. Да. Но это социальные категории. Да. Вот, конечно, черный люд с аристократами особенно не смешивался, я думаю. Никак. Да, но от этого мы не можем исключить, что черный люд не испытывал влияния культурного. Конечно, аристократы влияли на черный люд. Нет, это только так и происходило. То есть по нашим марксистским представлениям долгое время считалось, что народная культура формирует высокую культуру. Да. Но когда марксизма не стало в качестве, значит, главного примата, да, веры, то оказалось, что все как раз совершенно противоположным образом, что культура аристократии, культура знати формирует культуру народа. И культурные импульсы в виде моды, например, идут сверху вниз, а не снизу наверх. То же самое, как вот даже сейчас. Высокая мода формируется отнюдь не в пригородах, значит, там, в черном или красном поясе Парижа, а в центре, где есть центры высокой моды. Нет, то есть получается, что вот мы имеем исторический процесс постепенного формирования этноса. Конечно, вот основы татарского этноса, такого элитного, еще в золотоордынское время были заложены. Там существовал такой этнос. Да. Потом он трансформировался с течением времени. Да, но я просто хочу подчеркнуть другое, что все население Золотой Орды не было единым. Аристократия формировалась как единый этносоциальный организм. Да. Податное население – это был конгломерат разных общин, которые еще не претерпели изменений. Вот если чуть-чуть закинуть удочку в будущее, для объяснения, почему чем различается этот конгломерат общин во главе с аристократией от нового времени, от эпохи формирования наций. Принципиальное различие средневековой этнокультурной ситуации и эпохи модерна в том, что в эпоху модерна происходит определенное совмещение аристократии и народа. Как правило, перед этим ломаются социальные рамки, вот эти феодальные. Допустим, даже если не полностью, то в очень сильной степени. Допустим, в Англии после того, как знать друг друга перебила в войнах Росс, возникло так называемое новое дворянство. Джентри, то есть это во многом выходцы из купечества, выходцы из обогатившихся крестьян, и они пополнили ряды аристократии. У нас же то же самое произошло. Конечно. Да. Во время взятия Казанского ханства многие аристократы и воины были перебиты. Мы знаем, что огромные жертвы были. Значит, остались крестьяне. Да. Они общались с оставшимися татарами. Да, а многие были деклассированы. Да. При Петре Первом произошло окончательное и полное деклассирование служилых татар. То есть те, кто не принял православие, они были просто низведены до уровня крестьянства. То есть Российская империя выполнила ту роль, которую заняли века в других европейских странах. И именно поэтому с этого времени, с 18-го, первой половины 19 века, ускоренными темпами развивается татарская нация.
Так что получается, что не Шагафиддин Маржани сделал татар, а исторический процесс создал татарский этнос. Выразителем которого стал Шагабадин Маржани. Да, он просто зафиксировал сам факт и объяснил, что есть что. Поэтому, когда вот наши недруги, скажем уж прямо, пытаются деконсолидировать или вообще ликвидировать татарский этнос, с этим ничего не получится, потому что есть исторический материал, который показывает, каким образом шел процесс развития. И наши ученые об этом уже прекрасно написали, поэтому кто способен читать, могут прочитать наши труды и узнать об этом.